Приветствую, дорогие подписчики, гости канала. Вы на канале Таро Дома. Меня зовут Александра, и у меня для вас прогноз на 24 октября. Это у нас понедельник, и мы с вами смотрим все знаки зодиака от Овнов и до Рыбок. Смотрим на колоде, называется «На цыганский пасьянс», если кому-то интересно название. Так, Овны, 24 октября, понедельник, события дня. Интимная связь первая выпадает, кровать. Якорь. Якорь часто показывает, что мы можем что-то закончить, доделать, либо он где-то нас может надолго задержать, да, то есть мы где-то бросим якорь. Цыпленок – это семейная жизнь, дети. Общение с детьми очень часто проигрывается. Ожидание. Да, видите, подтверждает корабль и якорь. Да, то есть где-то бросаете якорь и долго ждете. Корона – общение с каким-то очень важным, влиятельным человеком. Например, рядом с ребенком это может быть воспитатель, это может быть учитель в школе. Тут еще могли быть мечи, видите, конфликт. Но я первую увидела корону. Если вы увидели мечи, когда я взяла карточку, значит у вас мечи проиграются, конфликт. Но мне первая корона бросилась в глаза. Рыба, скользкое дело. Это всегда обман. Да, то есть какое-то такое, знаете, заманчивое предложение, которое обычно ничего хорошего не обещает вам. Ну, вернее, вам обещают, но в итоге вы не получите ничего хорошего. Значит, смотрите, что получается. Интимная связь, ожидание, якорь, да, то есть где-то долго ждете, находитесь в одном месте. Дальше общение с детьми, общение с каким-то влиятельным, важным человеком и обман. Вас попытаются обмануть, поэтому будьте осторожны и внимательны в этот день. Благодарю за внимание. Овны, перехожу к тельцам. Так, смотрим тельцы. Двадцать 24 октября. События дня для тельцов. Покажите. Понедельник. Так, смотрим. Подсвечник – это надежда. Дорога, надежда на какую-то поездку. Неприятность нельзя. Цыпленок. Цыпленок – это семья, детки, общение. Тайна, замок. Может открыться какая-то информация. То есть, может быть, кто-то, дети, да, или кто-то из членов семьи откроет какую-то информацию. Расскажет то, что скрывал от вас.
приглашение еще есть. Так, проверяем. Цветочек нельзя. Здесь нет, 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 нет. Нет, периметра не вижу, ни горизонтали, ни вертикали. Значит, выходит у вас 5 событий. Первое показывает, будут надежды, может быть какая-то поездка, или иногда еще выпадает подготовка, да, к поездке, общение с семьей, с детьми, открытие секретов, тайн и приглашение. Ну, вот такие события, Тельцы, на понедельник. Благодарю за внимание, перехожу к Близнецам. Смотрим, Близнецы. Дайте мне информацию для Близнецов. 24 октября, понедельник. Что у них там будет происходить? Покажите мне. Якорь. Якорь, значит, по якорю вы можете что-то закончить, доделать, поставить точку. Или где-то надолго бросить якорь. Будильник нельзя. Луна. Луна – это событие, которое повторяется каждый месяц. Исполнение желаний. Еще в этот день может быть цветок. Ножницы. Решится какой-то вопрос, какое-то дело. Так, и смотрим с вами горизонтали. Горизонтали. Солнышко еще есть. Отличное настроение, несмотря на то, что, да, вот якорь обычно показывает какую-то тяжесть, остановку. Ну, показывает, что как-то вас это не раздражает, эта остановка. Гости по вертикали. Первое. Второе. Нерешенный вопрос. Во второй вертикали. Причем, смотрите, есть цепь, нерешенное дело, но есть ножницы, которые показывают, что эта цепь разрезается, то есть дело решается. Возможно, то, что тянулось давно, долго не могли сделать, в этот день получится в понедельник. Так что можете попробовать. Значит, смотрите, получается в этот день солнышко, хорошее настроение. И якорь, кстати, может показывать, что вы как раз заканчиваете, ставите точку. Якорь очень часто показывает дела, которые долго-долго, там, месяцами, годами длятся, да, вот и мы ставим в них точку. Так что вполне может быть какой-то нерешенный вопрос, да, то есть вы поставите точку и его решите. Дальше исполнится желание. Будет какое-то событие, которое повторяется, ну, почти каждый месяц с вами. И еще также, возможно, гости. Пойдете в гости, к вам придут гости. Так что смотрите. Все прекрасно у вас на понедельник. Да, все события хорошие. Даже те, которые не очень хорошие, другие события показывают, что они должны как-то разрешиться у вас. Благодарю за внимание и перехожу я к ракам. Раки, 24 октября. Покажите мне информацию для раков, что у них будет в понедельник, 24-го. Что будет у раков 24-го?
Корона. Корона показывает общение с каким-то, ну, важным, влиятельным человеком. Представитель закона, власти, может быть. Обман. Смотрите, с этим человеком рядом. То есть этот человек может обмануть. Поэтому перепроверяйте информацию, которую он вам будет говорить. Прибыль. Обман может быть еще связан с прибылью. Прибыль – это всегда поступления финансовые. Пересчитывайте, если будете получать, снимать деньги. Ключик, все в ваших руках. Видите? То есть обмана можно избежать, потому что все в ваших руках. Тем более вы уже, да, я вас предупредила, что это может быть. Печаль, колодец, разочарование. Если выпадает маска, то именно в этот день мы и узнаем об обмане, да, то есть маски снимаются. Ну и понятно, что это расстраивает, печаль. Но я надеюсь, что вы его избежите. Ожидание. Кораблик. Угу. Скользкое дело еще, вот она. Это рыбка, которая подтверждает, что это не просто обман, это хитрый обман, да, то есть это когда предлагают и говорят, что, да, вот тебе кажется, что что-то хорошее, а оказывается нет, есть подводные камни, да, есть какая-то хитрость, и, возможно, вы об этом узнаете в этот день, да, то есть, и понятное дело, что это разочаровывает. Может быть, человек, от которого вы этого не ожидали, это сделает. Свидание нельзя. Сейчас я еще посмотрю горизонтали, вертикали. Любовь тоже нельзя. Значит, получается у вас, смотрите, общение с каким-то важным, влиятельным человеком. Вот, кстати, от этого человека вполне, да, вот ты не ожидаешь, что он так себя поведет, да, так поступит. Поэтому будьте внимательны. Дальше показывает прибыль, обман, скользкая какая-то схема дела, разочарование. Ключ все в ваших руках и ожидание. То есть благодаря ключу и благодаря тому, что я вас уже предупредила, вы можете этой ситуации избежать и не допустить вот этого разочарования. Так что, раки, в понедельник включайте свою интуицию на 100%. Благодарю вас за внимание. Перехожу ко львам. Так, левушки. «24 октября, понедельник. Покажите мне информацию для львов». Цыпленок. Общение с детьми, общение с членами семьи. Ну, младшие, скорее всего, члены семьи. Бокал нельзя. Солнышко, хорошее настроение, подсказывает, да, то есть какое будет общение. Ну, точно радостное. Ничего плохого. Угу. Может быть скользкое дело в этот день. Казенный дом. Казенный дом – это какое-то госучреждение. Например, если брать детей, это может быть школа, садик. События в доме. События в семье еще может быть. Победа. Смотрите, да, вот как вариант, как можно, да, все события прочитать в одну историю.
Казенный дом, допустим, это какое-то, ну, госучреждение, где ребенок принимает участие, да, то есть показывает победа для, ну, и события, то есть, ну, это же и ваше событие тоже, это же ваш ребенок. Могут вот, ну, так можно соединять все события. Гости нельзя. Череп нельзя. Чемодан можно. Чемодан это разлука временная. Ну, это, скорее всего, после общения с гостями, с родней. Разлука показывает расставание. Сердце нельзя. Цветочек можно. А цветочек это исполнение желания. Прекрасно. Значит, смотрите, получается у вас в этот день все события, в принципе, хорошие, кроме рыбы. Показывает, что будет общение с детками, с младшими членами семьи, будет хорошее настроение, исполнение желаний, посещение госучреждения, в котором могут быть победы. Это, например, может быть суд, да, то есть и победа в суде. Ну, в общем, победа – это какой-то результат, то есть в этом учреждении можно добиться результатов. Также будет событие и будет разлука. Минус – это скользкое дело. То есть это когда предлагают что-то заманчивое, но там есть какие-то вопросы, подводные камешки такие, да, и нужно их вычислить. Так что желаю вам вычислить, да, этих людей, которые будут втягивать вас в свои сети в этот день. Благодарю за внимание. А иногда, может быть, рыба это просто рыба. Да, то есть, ну, рыба, которую вы, например, на событии будете кушать. Так что так тоже бывает. Иногда события проигрываются в лоб. Девы. Смотрим, что у вас. 24 октября. Понедельник. Покажите мне события для дев. Деловое общение, бабочка. Надежда. Мешок с деньгами. Друга нельзя. События в доме. Якорь. Якорь это фиксация. Да, то есть это вот вечер, скорее всего, видите, нет событий. Вечер проведете где-то в одном месте. Ну, на этом событии, скорее всего. Луна нельзя. Цветочек нельзя. Дети. Цыпленок. Семейная жизнь, дети. Скорее всего, что на этом событии будут дети. Удача. Подкова. Так, теперь смотрим вертикали. Значит, интимная связь есть. Ключик нельзя. Здесь нет совпадений. Получается, у вас в этот день удача. Да, вам улыбается. Какое-то событие связано с деньгами.
Может быть, будете снимать деньги, переводить, что-то покупать, что-то будете делать с деньгами. Дальше деловое общение, надежда, события. Якорь показывает вторая половина дня, где-то прям вот проведете весь вечер. Ну, я думаю, что это будет на событии. Там будут семья, дети. Может быть, младшие братья, сестры, если у вас своих детей еще нет. Дети родственников. То есть, ну, в окружении цыплята часто показывают, да, вот шумных детей. И интимная связь еще может быть. Вот такие события для вас на понедельник. Благодарю за внимание. Дальше я перехожу к весам, а знаки от весов и до рыбок у меня будут во второй части. Ссылочку я оставляю всегда под видео в описании. Или еще варианты, можете заходить на мой канал Таро Дома, там найти ссылку, ну, вернее, найти само видео, или же оставить запрос в комментарии тоже можно. Я вам оставлю тогда ссылочку в комментарии. Жду вас во второй части.